Время без 15:06. На улице очень холодно. Минус 8 градусов. У меня на печи рыба в сковороде. Поставил, буду жарить. Чайник закипает. Вот, вчерашний омлет еще осталось. Не доел. Вообще не так много. Хочется кушать. Тулан спит. На улице, ребят, очень холодно. Очень холодно. Вчера думал, что делать. Сегодня думаю, что делать. И то, что вот погода выкидывает. Все вине. Снега нету. А именно примораживает заморозки сильные. Минус 8 градусов. Хотя южный ветер, но я не знаю, на этот ветер лучше не смотреть. Сейчас южный, через 5 минут с севера дует. Вот. Ну и решил, ребят, я сегодня поеду домой, наверное. Даже на охоту не хочется выходить. Идешь, вот смотрите. Слышите? За километр меня слышно, во-первых. Во-вторых, непонятная погода. Может быть, завтра и дождь будет, потепление, но погода выкидывает такое, что легко можно замерзнуть. Речка может замерзнуть. Хотя там облачно становится. Вот. Ну и самое главное, это нету дичи. Ничего не получается. Вчера мы прошли почти 20 километров. И на 20 километров одна рябчика добыть, это не охота, это просто спорт, физкультура. Разрядился аккумулятор. В общем, что-то про спорт говорил. Сейчас помылся. Помылся, чай закипел, вот чай сейчас буду пить. Действительно, это как спорт и есть. Вот ходишь, а толку от этого нету. Понятное дело, мне вот год ждешь, год, планов много, и бывает, приходится менять планы. Хочется туда еще сходить, сюда, туда, вот везде еще есть места, вот. Но уже все. В принципе, я понял, что здесь делать нечего. Давайте сегодня действительно я поеду. И по возможности пешком или же на мотособаке я снова приеду. Пускай где-то сантиметров 15 выпадет снег. Вот эта листва, сухая листва, чтобы под снегом уже была. И может быть, мы вот так. Надеюсь. Я-то не, как сказать, не ясновидящий, что вот через месяц какой-то вот будет там много птиц или много зверей. А вот просто, может быть, надеемся, что со снегом что-то будет. Я именно вот, бывает, приезжаю попозже, чтобы немножко выпал снег по осени. Ну, обычно в покров день 14-го он выпадает. Уже на днях 14-е. Сегодня 12 число. И интересно, кто есть, кто ходит, рябчик ходит, или же где-то еще какой-то зверь прошел. Вот это интересно наблюдать за этим. А в этом году снега нету. И я не знаю, что будет через неделю. Нет. Все-таки, наверное, мой правильный выбор будет, если я поеду. И отдохну дома, там подумаю, что, как, куда еще сходить. Конечно же, видео будет, не волнуйтесь. Видео будет, и зима только начинается. Впереди зима, то есть. Будут зимние походы сюда. Обязательно придем. Ну тогда уже на технике, конечно,
Вот сейчас вот у меня просто есть риск. Риск того, что река просто вот небольшая корка. Буквально 3 миллиметра. 3 миллиметра, если вот такой тоненький лед будет на реке. Вот, ну, где течение, там, конечно, не будет. А лед будет на омутах, где вот большие повороты, ну, вот таких омутах. И эти 3 миллиметра, просто они как, я не знаю, как кинжал, просто вот борта у лодки деревянные просто режут, как я не знаю. И вот когда вода начинает остывать, я через это прошел, я знаю, и себе я говорил, что в такую ситуацию я больше не буду попадаться, не хочу попадаться. И никому не советую, как сказать, прозевать этот момент. Когда вот река открыта, и вот тогда, в тот год, был большой снегопад. Просто очень большой снегопад. Вот за ночь, вот вечером начало, и до утра он шел снег. Ну, где-то сантиметров 30, наверное, снега выпало. Вот резко такой снегопад, сильный снегопад. Шел. Я утром проснулся, море снега. Радуюсь, не радуюсь. И на улицах прохладно было. Потом я без собаки. Собака Айда, она у меня была, да, Айда. И собаку я оставил. Целый день я, в общем, почти до вечера я бродил. Тяжело было ходить тоже. Но ходил еще по, как сказать, по тайге. Потом на речку смотрю, вроде все нормально, спокойно. Вот еще мы одну ночь переночевали в избушке. На следующее утро вот проснулись. Надо ехать домой, все. А на реке уже хрен пойми, что творится. Шуга идет со снегом. Вот тогда снег это шугу и сделано. Шуга. И самое страшное, опасное, это на дно лодки вот столько, как сказать, прилипло вот это. Сам по себе он, как сказать, из-за мороза образуется такой вот снежный ком, лед такой вот под лодкой, вот столько. Я, короче, завел мотор, начинаю ехать, на Судзуку тоже был, начинаю ехать, плыть, а у меня лодка не идет, представляете, просто не идет, потому что лодка стала весить тонну, во-первых, и вот это днище, вот это все стопорит. Думаю, как я буду добираться. Потом начал присматривать вот валежники, которые на воде вот лежат. Я с разгону через валежник вот так, вот валежник лежит, и я через валежник вот так начал проезжать, чтобы вот и из-за дна вот это все надо было мне просто вот этот лед убрать. Я даже, вот скажите, надо было остановиться, перевернуть лодку, почистить, перевернуть и дальше ехать. Это не так все просто. Эту лодку я даже и в одиночку, наверное, не смог бы поднять. Реально. Такой он вес был у лодки, пустой лодки. И вот так плыли, поворот появляется, поворот полностью закрыт льдом. Начнешь бил там на черемуху, я срубил вот такой толщины, еле руки достает, держу, тяжелый вот так, лед. Начал разбивать и вот так. Но это я фильм показывал. Немножко поснимал, «Ледяной капкан» называется. Напишите в комментариях, я вам отправлю ссылку этого фильма. Он есть в ютубе у меня. Вот это не хочу я повторять. Не хочу. Я не знаю, что будет завтра. Может, завтра действительно будет дождь, может, будет тепло. Вот эта корка льда на земле, это
если дождь будет, это все растает и будет тихо ходить. А сейчас даже и к рябчику я не смогу подойти. Он просто слышит, и сейчас поздняя осень, он становится осторожный тоже. Это понятно, в сентябре они глупые, еще свистят, у них адреналин тоже, или гормон, или что, не адреналин, или гормоны, но вот осенние такие тоже бывают, и они тоже пару себе ищут, конкуренции тоже пару находят, и конкуренция, чтобы третий уже не подходил, они подлетают на свист. А сейчас бесполезно. Бесполезно. Кто охотник, поймет меня. Услышит и поймет. А все, что вот, ну, у каждого свое мнение, конечно же, по-своему каждый понимает. Но я говорю, уже охотник со стажем. Я охочусь, в принципе, 30 лет, может и больше. Всякое бывало, всяко разные ситуации. Я прекрасно знаю, когда лучше охотиться. И было бы на кого охотиться. Не приводите мне примеры никаких каналов. Бесполезно. Это как горох об стенку. Понимаете? Я вообще игнор такие вот примеры, что вот такой-то канал там добывает столько-то, столько-то, там дичи столько-то. И такие вот есть у них, добывают. Пусть приедут хоть самый супер-пупер охотник сюда, в наши места. Также с пустым рюкзаком будет возвращаться. Потому что не на кого охотиться. На 2 квартала пару рябчиков может есть. А квартал это 4 на 2 километра. Это получается сколько квадратных метров? Посчитайте. 4 километра на 2 километра. Вот это квартал. И вот 2 квартала, 1-2 рябчика так есть и все. А за сколько? Ну, неделю уже мы здесь. Меньше недели. Самая быстрая охота промысел, я так называю. Осенняя охота я промыслом называю. Я назову этот фильм «Промысел 2000». И мысли ушли из головы. Из головы это есть. Сейчас вот холодная, вкусная. Сейчас рыбу пожарю, буду кушать. Вчера фильм смотрел, досмотрел вот этот фильм. Ну, вот как-то не очень закончилось так. Если я поеду сегодня, ну, 90% мысли, что надо ехать. Если поеду, то остановлюсь, где я набрал чагу. Там у меня куча. Вот это надо забрать. И недалеко еще приметил в одном месте 2 больших, как сказать, количества. Там наберу еще чаги. Ну, 2 дерева я имею в виду. Тоже. Спрашивается, сколько, как сказать, куда столько чаги? Наверное, вопрос будет у вас. Не для себя, конечно же. В себе 1 кусок надолго хватит. Если смогу, я продам. Если смогу, продам, чтобы окупить этот поход, траты этого похода. Конечно, подписчики меня, как сказать, на стримах донатят, и вот это все с вашей помощью это окупается. То, что топливо купил, продукты, вот. И все это, конечно, понятно, окупается. Но и кроме этого, еще вот, если я смогу эту чагу, скажем, продать, это я буду считать, что я на топливо там чагу набрал, там продал. Но это тоже, я не знаю, по какой цене принимают, куда продавать, это я ничего не знаю. Если смогу, смогу там. Если нет, так нет.
Если будет сбыт у меня, смогу я это продать, я дальше буду собирать и хоть какую-то копейку, чтобы получить. Вот. Ну, примерно так. Вот такой расклад на сегодняшнее утро. Немножко поболтал. Кому надо, слушают, кому нет, так нет. Мой зритель уже ко мне привык и смотрят такой фильм, какой я снимаю. Каждый автор по-своему снимает, по-своему говорит, по-своему готовит, по-своему живет, и у каждого избы разные. У меня все по-простому. Вот пол, что-то у меня доски самодельные шевелятся. И весной я вот сделал, как сказать, пол ремонтировал. У меня был подполье еще ледяным, и с южной стороны где-то сантиметра 4 осело вот бревно. А зимой он поднимется не только на 4, а может и на 8 сантиметров. Короче, гуляет. А вот эту доску надо чем-то как-то прибить, чтобы вот не так шаталось. Вот встанешь, и он прям гуляет. Но это мне все устраивает. Скажем, человек придет, гость, вот какой пол у него там. Вот мне это как-то по барабану. Мне вот все устраивает. Не устраивает, идите, гуляйте, под елкой можете спать. Там вам все комфортно будет. А то, что вот здесь вот, что не так, минусы найти можно везде и все. Это лично мое мнение так. Ну, пока все. Сейчас посмотрю, что делать дальше. Если буду ехать, то с утра сразу не поеду. Лучше чуть-чуть позже, чтобы солнце стало теплее плыть. Домой все равно путь короче, чем когда из дома выезжаешь. За эти дни где-то сантиметра до 5, ну, примерно 3, может, сантиметров вода еще упала. Но это не критично, это нормально. Один завал вот плохой, но это тоже проходимый, лодка пустая. Ничего, груза нету. Это проскочим, это ничего страшного. Там лед, конечно, образовался тоже. Придется попотеть, но посмотрим. Все будем смотреть. Немножко буду снимать обратный путь. А в остальном, ребят, зрители все увидели. Что как смог. Заснял, показал этот осенний поход. Баню затапливать не стану, париться. Я как-то не гурман, бани фанат. Мне баня хоть раз в месяц я помоюсь, мне как-то. Она и есть, конечно, поддерживать буду, чтобы не сгнило, но чтобы через день мыться, там париться, мне это не надо, не хочу. Вот такие дела. Домой поеду, там уже баню затопим, помоемся и чистыми будем. Продукты минимум съел. Это вторая буханка. Остальные буханки у меня еще 4 штуки осталось, я оставлю. Уже буду знать, что вот зимой я приду. Они замерзнут, ничего с ними не случится. Они будут как свежие. И, как сказать, надо закрыть, наверное. Макароны есть, сахарный песок, рис. В принципе, продукты все есть. Налегке я могу любой день, может, пешком сюда. Ну, половину пути, скажем, на каком-то транспорте, на машине. А все остальное, половина пути я буду пешком. Ну, как и в прошлый раз я приходил. Еще как бы силы есть для этого, чтобы ходить пешком.
Что консервы, наверное, не буду оставлять, может одну банку оставлю. Потому что консервы после заморозков меняются, вот не очень так. Лучше принесу. И все. Может по первому снегу еще приду. Я еще не насытился там. Хочется еще, конечно, побродить. Давайте так и сделаем. Сейчас это все оставим, все это дело. Подождем, когда выпадет снег. И посмотрим еще по снегу. Может косачи появятся, может еще что-то там. Одно утро я слышал только один токовал здесь сейчас осенью. И больше тишина. Их тоже не видели. Такие вырубки прошли. Вчера такие места мы прошли. Такие места действительно прошли. Вообще ноль. Вот такое кино. Кто слушал, молодец. Рыба уже почти готова. Пусть тоже остынет. Рыбу буду кушать. Сейчас завтракаю. Вот это доем. Клана накормить надо. А он еще в будке лежит. Ну, примерно так. Вот такая вкусняшка получилась. Смотрите. Окушки мелкие, они крупные. С икоркой. Вот. Очень вкусное, жаркое. Утренний завтрак тоже для него. Пусть покушает. Ну вот. Рассвело уже. Вон там облачно с северной стороны. Так, сухая, приятная погода. Была бы птица по дорогам ходить, самое то. Дубак. Не знаю, как на реке сегодня ситуация. Здесь избу утеплил, потом зимой приедем, снегом завалим все. Лестницу так оставлю. Так и не удалось. Самое главное, ребят, так и не удалось мне под дождем, вот дождливую ночь поспать. Хотелось послушать, как он гремит. Говорят, очень громко, жестянка, когда дождь идет. Блин, пока не удается. Вот. Весной приедем, закроем вот еще с левой стороны, правая сторона у амбара крыша закрыта, тоже жестянкой, а вот слева закроем. Ну и подумаю еще насчет бани там, стоит, не стоит, потом, может, тоже крышу переделаю двухскатным, как на первой избе сделаем, и жестянкой тоже закрыть. Но для этого надо доски привезти. В принципе, вот они, доски-то есть, немножко. Еще дополнительно можно привезти. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 штук. 14 на 2. 28 штук здесь будет. Напополам отрежу, да. Вот. Примерно так. Немножко надо снова приподнять избушку. Эта сторона терпимая еще, но вот здесь прикасалось уже бревно, я убрал оттуда землю. И эту сторону хотя бы надо приподнять. Планодейство. Сторону сантиметров на 5, потому что изба тяжелая, и вот эти подложки, которые я ложил там, ну, придавило уже. Придавило. Так что весной, может, чуть-чуть приподниму эту сторону. О! Наелся? Ну, почти все съел. Каша немножко осталась. Да. Перед выездом еще накормлю, у меня до хрена чего останется еще. Остатки рыбы там. С хлебом еще разбавлю. Супчик сделаю для него. Будет там он сытый, довольный. Короче, я вот, смотрите, с ружьем на плечах
В общем, решил еще примерно 2 часа побродить. Не больше 2 часов. Побродить с утра еще по тайге. Фиг с ним. Хочется еще прогуляться без собаки. И уже буду собираться. Взял с собой топор. Если чагу найду где-то еще. Тулан пищит. Я его брать с собой не стану. Вот. Побродим. Может, по пути где-то рябчика встретим. Посвящу там. Манок взял. Солнце встает. Голубое небо. Ветер гудит. Ладно, давайте побродим. На улице такой дубак. Честное слово. Тайга остывает капитально. И так посмотришь уже, как время уже подходит настораживать капканы. Но обычно, как заморозки первые бывают, настораживаешь, сам едешь домой, и потом потеплеет, дожди пойдут. И куница, если попадает, там просто портится шкурка. Слышите, какой грохот, шум. Не подойти никому. Ни к птице, ни к зверям. Никому. Стоит уже высоко. Просто иду, слушаю звук крыла, даже свистеть не хочется. Чаги нету тоже. Скажем, вот если птица будет свистеть сама, вот услышишь свист рябчика, один, второй раз свистанет, сразу подлетает. Надо топор в рюкзак спрятать. Мешается только на. Так, потихоньку иду. Шуму, конечно. Ну такая погода холодная. Непривычно холодная. На -8 сегодня. А ощущение, наверное, все 15. Интересно, в каком состоянии река. Ладно, иду. Тут снимать нечего. Солнце уже стоит. Вон оно. Видите? Высоко уже. Пускай чуть-чуть хоть днем теплее станет. И поедем. Да, все, 100% решил. Поеду. Ну вот и доигрались. Вот и доигрались, ребята. Везде уже лед. Полностью там закрыто. Ёпты. Ой-ой-ой. Вот что значит одна ночь. Переночевал одну ночь. Вот такая картина. Видите, как быстро все меняется. Вчера еще все хорошо было. А по пути таких, ну это ерунда. Есть еще места вообще тихие-тихие. Вон там тоненький лед еще, а там уже все непробиваемый. Придется долбить, плыть сегодня. Такие узкие места уже остаются. Вот так вот. Я об этом и говорил вам вчера и сегодня, что риск. Сейчас оставаться рискованно. Еще одну ночь, все, потом не выехать с этой реки. Река, она здесь, получается, тихая. Здесь волны какие-то. Сейчас волн нету. Выдра, что ли, была тут? Не знаю.
Ну, сейчас уже все. Сейчас час-два это ничего не поменяет. Конечно, сегодня будем выезжать. Ну вот, реальность показывает. Чтоб знали. Я жду, когда солнце повыше станет и теплее будет плыть. Но сегодня придется попотеть, я думаю. Основное это то место, где большой завал. Во-первых, там, знаете, где-то сантиметров 15 набралось вот этой листвы. И тихо там. Вот это все. Как железобетонно там, наверное, замерзло. Не ожидал. Думал, но еще думаю, еще одну ночь и потом уже замерзнет. И вот смотрите, какая картина. Ладно, пойду обратно. И потихоньку буду собираться. До темна надо выехать отсюда. Успеть. Успеем, не впервой. Бывало и хуже. А тут ни хрена ничего нет. Вроде здесь был. Над этой канавой. Если не путаю. Да, вон оно. Одну штуку нашел небольшую. Еще ты тут попробую снять, если получится. Ого. Опа. Шляпальница. Сегодня мерзлая. Плохо рубится. Примерно так. Шлак все надо брать. Потом дома почищу. Ну вот, первая находка. Больше нету. Что-то совсем мало. Вот. Вот такой два шматка. Один покрупнее, другой поменьше. Ну, лучше, чем ничего. Нашел себе занятие. Не знаю, толк будет, не будет. Ой, блядь, лучше бы этот лед я не видел. Что-то в башке крутится всякие разные мысли. Главное не застрять на этой реке, блин. Позавтракаю и, наверное, потихоньку буду уже выдвигаться. Но тут еще осталось вот. По-новому он выйдет здесь. И много. Совсем мало. Ну, кусочки меньше кулака. Трогать не стану. Ну, хороший. Мерзлый сегодня. Вообще замерзло все. Даже жестко. Все.
Я уже в избушке. Время 9 часов 5 минут. Все время начало бежать, просто бежит. Я не знаю как. До 5, примерно 5. 8 часов у нас есть времени. А потом уже начинает темнеть. Я уже собрал тут все. Здесь у меня сумка, рюкзак и ведро. Вот это мне надо до реки еще, 2 раза придется сходить. Еще ружье. И в остальном я уже все собрал. Посуду помыть, вот сковороду. Сейчас рыбу буду есть и котелок сполоснуть. Все убрать, эту конфету все оставляю. Продуктов навалом я оставил. Как бы, если пешком приду, то уже, ребят, не надо там тащить на себе продукты. Все есть. Ружье взял, скажем, буханку хлеба свежего и ничего больше. Макароны, крупы, сахар, песок, конфеты, все есть. 2 банки консервы оставил. Мясо цыпленка 2 штуки. И для тулана еще тушенку банку оставил. Пускай будет. Вот. Много продуктов обратно везу. Здесь оставлять тоже я смысла не вижу. Я взял продукты на 2 недели, а видите, как все быстрый поход получился. Придется ехать. Я сейчас быстро все соберусь. И надо уже дернуть отсюда, потому что надо мотор, главное, чтобы мотор не подвел. Сразу такой шест срубить придется толщиной 5 сантиметров, даже толщина, сантиметров 8. Там придется по пути, на лед еще бить. Как будет, все буду снимать. В общем, я сейчас рыбу доедаю, собираемся и едем. Все, поход заканчиваем. Записал тетради, что выезжаю. Все, короче, в порядке. Избу оставляем. Спасибо, изба. До новых встреч. Воду все вылил. В печи там угольки еще немножко. Ладно, надо ехать. Ни минуты нельзя мешкать. Все. Такая ситуация на реке. Сейчас ходил. Капец, ребят. Не знаю. Надеюсь, выедем. Один раз ходил к реке. Еще у меня рюкзак и оружие. Сейчас еще баню закрою, дверь. Ну, чтобы... Кто его знает, когда мы очередной раз придем. А сейчас уже начнутся снегопады. И в баню, чтобы снег не завалило. Сейчас закрою дверь. Ну да, как без этого тулан. Сыкон. Не парились в этом сезоне. Ничего страшного. Просто закрою еще. Вот так вот. Весной откроем. Лак. Нам в другую сторону амбар закрыл. Возле избы все порядок. Ладно, давай. До новых встреч, изба. До новых походов. А вы, зрители, ждите очередные сериалы с этой избы, со второй. Сейчас будем плыть по реке. Там немножко также поснимаю. 11 час. Все, идем.